Тема урока – облачные технологии в поисках снежного барса. Занятие построено на основе реального проекта Яндекс.Клауд для Сайлюгемского национального парка. Он занимается изучением популяции краснокнижных снежных барсов при помощи облачных сервисов и нейросетей. Ученые изучают снежных барсов с помощью специальных устройств – фотоловушек. Это цифровые камеры, которые реагируют на движение. Одна фотоловушка может делать до 40 тысяч снимков. Всего на территории парка площадью в 118 тысяч гектаров установлено 150 фотоловушек. Не только теория, но и практика. Попробовать себя в деле и закрепить усвоенный материал ребята могут уже на онлайн-тренажере. Побыть в роли исследователей, создать систему по поиску снежного барса. На уроке школьники знакомятся с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Были задания, где нужно было устанавливать видеокамеры, где мы находили снежного барса. После каждого задания проходили тесты, чтобы понять, что мы прошли, что мы запомнили. Были также задания, где нужно было соотнести фото с разных ракурсов, где нужно было найти снежного барса. Познакомиться с основами программирования и погрузиться в увлекательный мир цифровых технологий. Адам Янзеев мечтает стать программистом, когда вырастет. Полученные сегодня знания даром не пропадут. Ахмед Цуров так воодушевился темой, что решил разработать при помощи нейросети алгоритм по сохранению лесного кота. Первый пункт – это оценка численности и ареала распространения. Необходимо провести исследование, чтобы определить текущую численность и ареал распространения кавказского лесного кота. Второе – это защита среды обитания. Нужно принять меры для сохранения и восстановления лесов и других природных мест обитания кавказского лесного кота, таких как защита от вырубки лесов, пожаров и загрязнения окружающей среды. Важно проводить образовательные программы среди местного населения, чтобы повысить осведомленность о важности сохранения кавказского лесного кота и его среды обитания. На поиски снежного барса уже отправились более 1,5 миллиона школьников по всей стране. И у желающих еще есть время. Занятия проходят с 20 ноября по 10 декабря. Цифры в нашей школе были раньше и разные уроки всероссийского. Мы принимали участие во всех всероссийских уроках цифры. Учащие с интересом подходят к подготовке, к прохождению различных квестов на этом уроке. Им нравится и им интересно эти уроки. Уроки цифры в России проходят с 2018 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Уже в январе ребятам предстоит пройти урок по кибербезопасности будущего. Тамара Хашагульгова, Джамалил Султыгов, Новости 24.